Холбзия апсоти хопшра канала чадыратара, амилат экономика. Ноябрь вёхурза, апыза министр Беслан Барцыца министр Царейла Зара Айлатвараме пикет. Уақыша Кургуана республика бюджет үйнізі кежа шуксызы азакуана проект. А бюджета хасуалаху 1 миллиард кебжаки на рейханы иғаларуб. А дефицит 1 миллион кебжакир ғынза инадзар алшует. Яхай нарца улана, а бюджета за информация шо урауэта министр Царейла Зара асайтаджа. Урыстула федерация хейла как шахатхе дайхамет кредита шарачхара юнызыки вежих башуксахынпе юнызыки вежиш башуксахе аягара. Уйшта шуксык ялагдана апсны яшалойт фейвини жих по миллион мат, хэши ханвежи аба миллиона тыпан. Айхамет кредит урыстула апсны рыбжара, а экспорт кредита зоужира зыха юнызыки жабашуксазына пыззаю зайк шахатра яхылчи азакоп. Система блокчейн. Майнинг, криптовалюта. Из-за куя бартква. Ябан бяуэ нас гизлаухой. Артазара куа на рай вахауэт хвапсыра рюныцка. А цухтан бяамта зыласыласа ретема яла цажуй таамта яцну куачар. Апсна экономика министра Иғанаца залагала яхылчай тазара куажбака. На севазма ретема штахам хырхдыра тараджам. Зызбаххо, а технология блокчейн скифипшини жижабапяшук скоран герхия дырхун. Аха блокчейн шатаз сиштыхны децентрализованная хазахтур апхапя система апцан юнызыки жбашук сызы. Ягяхден биткоин. Юнызыки жахашук сайнаркна ария система дара а интереса сцвертит, аларцвара гяюит. Ария финанс система а интернет а катарджауб а усахява. Яраямуп а виртуалт параква, а монетаква. Урт а криптовалюта хайрыштуп. Криптовалюта тыжра майнингахтуп. Уйқарца рылшойт и чиду игу а техника змоуауа. А техника хыпхядзара шака ирацуахара убряхара ирацвана а монетаку урхар улшойт. Уядаги ария система ча криптовалюта ахвари а терияуэйт. Уядаги ей вебшима проект куапцана инвесторцва адупхялар галойт. Ажакала яхбац и традиция туа финанс система епшу, аха у нас гейха ихчу хаирабхадзо технология ауп. Так называемая технология блокчейн – это одноранговая информационная сеть, по большому счету. Очень много на ней спекуляций, различных инфоповодов и всего того, что многие не понимают, что это вообще такое, а на самом деле нужно различать некоторые понятия, такие как блокчейн, как биткоин, как криптовалюта, как токен и прочее. Что касается непосредственно блокчейна, то это вот здесь можно схематично представить, как я сказал, одноранговая сеть. То есть что имеется в виду? Вот, допустим, нам всем привычный интернет или вот у нас на работе и вообще в любой корпорации, компании существует какая-то своя корпоративная сеть и какие-то вот клиенты этой сети, то есть обычные персональные компьютеры. А это сервер. И вся информация поступает на сервер, куда имеют доступ эти персональные компьютеры, они смогут обмениваться информацией, что-то сюда направлять, что-то отсюда забирать. Вот. То в системе блокчейн и вообще в одноранговых сетях такой посредник, как сервер, не нужен. Соответственно, все участники этой сети могут напрямую друг с другом взаимодействовать, обмениваться информацией и получать то, что им необходимо, без каких-либо посредников. Это все возможно благодаря различным механизмам шифрования, криптографии и прочих факторов, которые позволяют мало того, что просто обмениваться различной информацией внутри участников одноранговой сети, но еще и с безусловной достоверностью. То есть здесь нельзя обмануть, с учетом того, что блокчейн является децентрализованной системой. По сути, вся информация, все эти потоки данных, потоки транзакций, они находятся одновременно вот на каждом из узлов сети в полном объеме. Соответственно, замена какой-либо или подделка чего-то невозможно, потому что надо подделывать всю цепочку данных, и это позволяет достигнуть так называемой достоверности всех данных всей цепи. И уже благодаря тому, что такая интересная технология была придумана, уже, она, во-первых, была использована в биткоине непосредственно с самого начала, возникли криптовалюты и все прочие вещи, которые сегодня очень актуальны и обсуждаются всеми. В частности, сам биткоин – это так называемая децентрализованная платежная система уже. То есть, когда
придумывали вот это, еще одновременно придумали, что для чего это может быть интереснее всего, естественно, для совершения операций с финансами. Если сегодня, опять же, мы рассматриваем двухуровневую сеть, которая сейчас Visa, MasterCard и прочие платежные системы, в том, что есть банк-посредник, вот есть открыт счет у этого субъекта в банке и у этого субъекта в банке. Соответственно, я даю команду банку, чтобы банк перевел от моего имени, с моего счета, значит, средства другому клиенту. Если это один и тот же банк, обычно все происходит в течение 1 минуты быстро. Но если это банк другой, либо вообще зарубежный, там, если это международный расчет, это может занимать там, 2, 3, 5 дней, много времени и достаточно дорого, потому что возникают комиссии посреднику одному, здесь банк-корреспондент внешний тоже, и вот в таком ключе. И потому система, когда посредники не нужны, та же самая система биткоин, она, конечно, выгодна в первую очередь самим участникам этой сети. То есть можно спокойно напрямую передать какую-то транзакцию денежных средств за небольшую комиссию, за одно мгновение, за секунду с телефона на телефон. Поэтому она так интересна, популярна. И учитывая, что биткоин это была первая вообще в истории подобная децентрализованная платежная система, потом по этому же пути пошли так называемые альткоины, то есть все те платежные системы, Dash, Monero, значит, Litecoin, Bitcoin Cash и прочие, которые сегодня входят в топ-10 и занимают очень большую долю рынка в связи с тем, что то есть это многим интересно, и многие пытаются эту первоначальную систему усовершенствовать, что, естественно, и возможно, и многие на этом пути добиваются хороших результатов. Помимо непосредственно платежных финансовых технологий, которые можно на базе блокчейн использовать, еще есть очень много других полезных свойств, которые позволяют применять систему блокчейн в других сферах государственного общественного устройства, в здравоохранении, значит, в голосовании, земельный кадастр. Ну, это много где можно использовать, но пока, к сожалению, мы очень усеченно рассматриваем эту технологию именно для применения в нашей стране, потому что, естественно, это дорого, это требует больших усилий организационных, интеллектуальных, финансовых, то есть, которые мы сегодня только формируем еще. Блокчейн технология сайра ачера ячуп. Уи аша таржия птоп и вебшима система ко. У бартирео ICO захидзуа чауп апсна экономика министра уздыднаула хунткарат проектки ахцерырго. А проект дала чажуйта министр Адгур Ардзенба. Поговорим о нашумевшей теме, вокруг которой очень много разговоров, система блокчейн. Она возможна в Абхазии, и как государство будет реализовывать эту систему, и как она на этом может заработать? Да, совершенно верно. Это вы правильно сказали. Это такое направление, очень бурно развивающееся направление, которое в мире набирает большие обороты. Я просто хочу несколько цифр вам привести, к которым потом позже вернусь. На сегодняшний день объем рынка криптовалют достигает больше 210 миллиардов долларов, годовой оборот. На сегодняшний день только за 2017 год на рынке криптовалют привлечено прямых инвестиций в разные проекты более 3 миллиардов долларов. Это такие цифры, которые есть сегодня. Но если взять ретроспективу, и там буквально год назад или 2 года назад цифры были куда ниже. То есть это очень динамично развивающийся рынок. И вот здесь очень важно понимать, я хочу, чтобы и наши телезрители понимали, и рассказать, сказать, такую структуру этого рынка. Есть некий пул криптовалют, это довольно известные, как биткоин, эфириум и так далее. Это те валюты, которые входят в топ-10, на долю которых приходится 90 с лишним процентов всего рынка. И вот в этой части есть такое понятие, как майнинг. А вот майнинг — это не что иное, как добыча. Да? Прямой перевод с английского это слово — это добыча. И майнинг основывается на чем? Это энергоресурсы, в первую очередь, подключаются к сети. Есть специальное оборудование вычислительное под ту или иную криптовалюту. И с помощью того, что подключается к энергосети, это вычислительное оборудование, за счет этого происходит процесс обработки данных, значит, проведения транзакций.
И это, скажем так, дает некий бонус в виде криптовалюты тем, у кого это оборудование стоит. В нашем случае, в случае Республики Абхазия, это на данный момент бесперспективное направление, потому что у нас с электричеством большие проблемы. У нас, несмотря на то, что довольно дешевая электроэнергия, сравнительно дешевая электроэнергия, у нас этой электроэнергии недостаточно. Есть некие предприниматели, которые в таких сравнительно небольших объемах занимаются этим направлением, пользуясь тем, что есть какие-то выделенные мощности, и они как бы просто переключили эти мощности на это оборудование и добывают, значит, занимаются майнингом. Но это очень сравнительно, если сравнить с другими странами, довольно небольшие объемы. Можно даже сказать, такого кустарного типа. Вот это что касается майнинга. Но если взять всю структуру блокчейн-технологий, криптовалютного рынка, сам по себе майнинг — это низший уровень. То есть это самый простой, самый, скажем так, начальный этап. То есть это первичный сектор экономики, если так просто сравнить. Это вот как натурально, просто подключил к розетке и есть какой-то процесс. Но на этом рынке, как я уже говорил выше, есть инструменты привлечения прямых инвестиций. Это так называемое ICO. Вот что такое ICO, чтобы было понятно. Если говорить о классическом рынке финансовом, международные банки, международные фондовые рынки, для того, чтобы привлечь прямые инвестиции в свою компанию, значит, есть такая форма, когда компания или некий проект, он дробится на ценные бумаги, на акции и выходит на IPO, то есть на рынок ценных бумаг. И те люди или там, инвестиционные фонды, которые вкладывают в эти ценные бумаги, получают эти ценные бумаги, а взамен отдают свои деньги. Эти деньги направляются на реализацию этого проекта, соответственно, проект развивается, если он удачный, то при его развитии ценные бумаги, акции дорожают в цене, и те, кто на этом этапе вложил деньги, они зарабатывают на этой курсовой разнице. Но есть одна проблема, она связана с тем, что у нас Абхазия имеет, значит, статус частично признанного государства. Нас признала только Российская Федерация, еще там ряд стран. Для нас, как для страны и, соответственно, для наших предпринимателей, классические рынки привлечения прямых инвестиций закрыты. Но что касается блокчейн-технологий и криптовалютного рынка, он примечателен тем, что он не подпадает под регулирование всех этих международных организаций. Это, скажем так, децентрализованная система, которая пока еще никем не регулируется. То есть, скажем так, вот те ограничения, которые там и правила, которые сформированы там, Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими организациями, они не распространяются. То есть, если взять вот эту особенность, то для нас, для Абхазии, еще раз говорю, как элемент и как возможность привлечения инвестиций в экономику Абхазии, это прекрасная возможность. И вот, глядя на этот рынок, который развивается такими темпами, мы, конечно, не имеем никакого права оставаться в стороне. И мы потратили достаточно много времени для того, чтобы изучить и понять этот рынок, как он работает, какие есть там риски и так далее. Значит, и пришли к выводу о том, что можно сделать некоторые шаги, которые позволят нам попытаться привлечь инвестиции в экономику Абхазии за счет вот этих инструментов, которые есть, то бишь ICO. Для того, чтобы вывести проект на ICO, ICO это, еще раз говорю, это аналог IPO, который есть в классическом понимании, да, на классических рынках. ICO это просто тот же инструмент, только на рынке криптовалют. И для того, чтобы привлечь инвестиции, некий проект, некая идея, значит, заворачивается в некий такой, знаете, маркетинговый такой, маркетинговую оболочку и выставляется на биржах, мировых биржах криптовалют. И этот проект делится на доли, которые называются токены. Токен — это аналог акций, то есть доли. И вот эти акции продаются на криптовалютном рынке. Соответственно, тот, кто покупает токен, он обменивает свои деньги, или фиатные, или криптоденьги, на этот токен.
Вот для того, чтобы реализовать этот проект, вывести страну на ICO, электричество не нужно абсолютно. Это можно делать на других платформах. В частности, мы говорим о площадке Ethereum, которая позволяет использовать такой инструмент, как смарт-контракт, умный контракт, который обеспечивает, во-первых, надежность, безопасность и дает потенциальному инвестору гарантии того, что все обязательства принимающей стороны, принимающей инвестиции страны будут исполнены в Российской Федерации. Буквально неполный месяц прошел, как президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству к 2018 году, к середине 2018 года разработать пакет нормативных актов, который будет определять в первую очередь, что такое токен, что такое ICO, что такое майнинг. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Никифоров заявил, что они готовят создание своей российской криптовалюты, крипторубля. То есть соседняя Россия этим занимается. Во всем мире, еще раз говорю, такие страны, как Япония, Швейцария, они находятся в авангарде. В Японии одни из первых, кто легализовал эти процессы, начал работать с этими процессами. Очень многие скептически относятся к этой новой системе и к проекту. Что касается того, что очень много говорят вокруг этой темы, как вы можете это прокомментировать? Вот иногда я даже читаю, когда есть возможность, там какие-то комментарии мне приносят, я смотрю, я понимаю там беспокойство некоторых граждан, да. Также я вижу там людей, которые там с популистской точки зрения хотят там, грубо говоря, оседлать такую новую какую-то модную тему и на этой теме тоже какой-то там для себя привлечь, на себя привлечь внимание. Есть люди, которые реально углубились и дают какие-то там оценки. На самом деле я бы советовал бы всем, кому интересно, более внимательно изучить это направление. Когда я сталкиваюсь с тем, что там люди начинают сравнивать, допустим, там майнинг и ICO, как бы это одно и то же, там, это все, криптовалюта, там, майнинг это одно и то же. То есть это говорит о непонимании того, что или там люди высказывают опасения, что вот у нас электроэнергии нет, там, а вот это. То есть это говорит о непонимании, люди не углубились просто. Ну, это нормально, в принципе, когда все, что новое, оно всегда вызывает некое такое, ну, опасение, можно сказать. Еще раз говорю, риски для нас минимальны, потому что в данном случае этот проект, он направлен на привлечение инвестиций. Со своей стороны мы гарантируем, что все инвестиции, которые мы привлечем, мы их потратим с целевым образом, и они будут направлены на эти проекты. То есть риски для нас абсолютно минимальны, их практически нет для нас. Еще раз говорю, тем, кому интересно, во-первых, они всегда могут прийти к нам в министерство, мы можем поделиться своим опытом. И просто советовал бы углубиться, потому что это тема, которая будет развиваться, и от нее мы уже никуда не уйдем, и мир к этому придет. Могут быть определенные колебания на этом рынке, спады, я не исключаю. Волатильность очень большая, потому что рынок только формируется. Я даже думаю, что через год-два может быть там серьезный спад, потом опять рост. Это нормальный процесс, но система блокчейн, вот эта технология, то, что она имеет будущее, то, что она полностью охватит всю экономику мира, это у меня вообще никаких сомнений в этом. Авиасистема юнитка криптовалютала атауар ахуразы алшара умуб. Мамзарге ауар джаба ахшара. Убазге интернета джи юрхаза монета куае угаралшует амати $1 рышка. Нас яхбаца банкомата джа на панцапара ахухараует. А банк авиасистема джи мазду и элементный янхойт. Уязы финанс система усура и бзены издыруа амра банка ханбeu Михаил Чалмаз авиатехнология за Игуана Гарейлахкайд. Самое главное, что нужно подчеркнуть в этом вопросе, это то, что эту систему нам надо заводить в Абхазии. Нам надо ее здесь использовать, и существует уже достаточно большой опыт и в мире, где некоторые страны достаточно эффективно используют эту систему и применяют ее в государственных масштабах. Например, некоторые страны ведут
учет собственности на основании системы блокчейн. Некоторые фонды перевели на систему блокчейн. Это позволяет системе быть открытой, прозрачной, и все транзакции видны с первой по последнюю. Думаю, что внедрение блокчейна в Абхазии было бы полезно нашему государству не только с точки зрения правильного учета, но и с экономической точки зрения тоже. А что вы скажете насчет нашего проекта, абхазского проекта на ICO, и вывод нашего проекта на ICO? Но мое личное мнение сводится к следующему, что вот в наших условиях, которые сегодня, реалии, которые мы сегодня наблюдаем, развитие нашего государства по стандартному пути, по плану развития индустриализации в нашей стране, оно очень сложно, и нам нужно применять какие-то нетрадиционные методы для того, чтобы привлекать сюда инвестиции. Дело в том, что Абхазия находится сейчас в такой ситуации, при которой нам кредиты фактически не дают, и мы практически отрезаны от финансирования. Это, конечно, затрудняет развитие нашей экономики. Мы не можем в полном объеме выстраивать разного рода мероприятия без финансирования. У нас много проектов, которые без финансирования стоят на месте. И мне кажется, что блокчейн и ICO – это те программы, которые, внедрив в Абхазии, мы можем получить не только правильный учет, но и привлечь определенные финансы. В том числе мы можем сделать некую площадку, которая впоследствии с ее помощью будет помогать нам проводить и разные мелкие проекты для наших предпринимателей, мини-ICO делать. Адунеиаҿы криптовалюта зегьы расҭахар хәарахьама утәылақәа неиԥхьаӡоуп Нидерланды, Британиа ду, Дания, Швеция, Финляндия. Арҭ атәылақәа рҿы акриптовалюта аԥсуацәа рзы аҳәынҭқарра анапхгара иреиӷьу аҭагылазаашьақәа аԥырҵеит. Аха иаҳәои Аԥснытәи азакәан ари атехнологиа аларҵәаразы ҳаизыӡырҩып азин-дырҩ. На данный момент, поскольку эти понятия биткоин, блокчейн, криптовалюты и все, что с этим связано, они новы, и сегодня каждое из государств для себя определяется с тем подходом, который они будут реализовывать в этой области. И говорить о том, что есть уже какие-то конкретные рецепты, либо примеры регулирования, очень сложно. Поскольку, опять же, как я сказал ранее, это понятие недавние, то и правовая наука, она еще до конца не определилась с тем, как воспринимать и как квалифицировать эти понятия. Если, допустим, мы говорим о криптовалютах, то есть это, мы опять же говорим о валютах, как имея в виду деньги, но до конца нет позиции о том, считать ли все-таки это деньгами, либо чем-то иным, ценными бумагами какими-то конкретными, либо и так далее. То есть это новые вещи, новые понятия, которые не укладываются в действующую, имеющуюся правовую систему. И вследствие чего ни в России, ни в мире пока нет отработанных механизмов. Каждая из стран экспериментирует, пробует разные подходы, кто-то жестко запрещает, кто-то либерально пускает, кто-то пытается максимально попасть в эту среду и все вопросы увязать на уровне государства. Ҳтәылаҿы майнинг ҳәа захьӡу иаҿугьы усҟак ирацәаҩымзаргьы иҟоуп. Аха ҳуааԥсыра акриптовалюта биржа иаҳа аинтерес рызцәырнагоит. Убас машәыршак акриптовалюта аасхәыруа уаҵәы акаҳуажәырҭаҿы даҳԥылеит. Расскажите, как вы вообще узнали о криптовалюте, когда стали покупать? О криптовалюте я узнал приблизительно лет 5 назад. Я столкнулся с понятием криптовалюты на русскоязычном ютубе. Тогда было слишком мало статей об этом. Но первая криптовалюта, с которой я познакомился, и на данный момент, как она остается основной, самой такой глобальной, это биткоин.
я узнал о нем, но мой интерес поутух на несколько лет, и когда уже рынок криптовалют стал безумно развиваться, я узнал про другие, такие как Ethereum, NEM, Stellar, XRP, Ripple, которую я, кстати, вот недавно приобрел. И часто вы их приобретаете? Я один раз приобрел в энном количестве, 200 монет. Вот. И как долгосрочная перспектива, надеюсь, что через несколько лет они поднимутся в цене, и я смогу выгодно их продать. Иахьатәиамҭаз адунеиаҿ иаԥҵоуп инарзынаԥшу акриптовалиута хкқәа. Дара зегьы рҟынтәи еиҳа ақәҿиара рымоуп ҳәа иԥхьаӡоуп жәеизахка. Урҭ раԥхьа игылоуп биткоин, нас Ethereum, уи иашьҭагыланы инеиуеит Ripple. Иаҳҳәап, биткоин ахә даара идууп, аанызагь доллар иаԥсоуп, уи азы зегьы ирзахәом. Аха иҟоуп зыхә еиҳа имариоу биткоин ахәҭа Сатоши. Андрей Бӷажба експертки ҳасабала економика министрра иазнархьоу амилаҭ проект азы игәаанагара иҳәеит. Дело в том, что банковская система во многих странах мира носит централизованный характер. То есть управление строится через то, что существует центральный банк или отчасти централизованный, как в Соединенных Штатах, где есть федеральная резервная система и более 10, 12-13 частных банков, которые в нее входят. Но в той или иной степени транзакции, покупки тех или иных активов, все это в этой системе отражается, что позволяет этой системе отслеживать доходы, налогооблагать. Вот сейчас, видите, идет борьба с офшорами, призывает всех выходить из офшоров для того, чтобы налогообложение внутри страны поднять. В этом смысле криптовалюта, она как бы подрывает эту систему и достаточно серьезно, поскольку криптовалюта носит децентрализованный или, точнее, распределительный характер. То есть нету единого центра, который что-либо регулировал. Поэтому появляется вторая составляющая криптовалюты – анонимность. Тем самым появляется возможность участникам процесса создания криптовалюты и ее использования избегать налогообложения. И перед решением этой проблемы стоят практически все государства. Некоторые пошли на признание криптовалюты платежным средством, то есть запустили вот эту анонимность. В частности, прежде всего, выделять стоит Японию из стран таковых. Но вот эта децентрализованность и анонимность, она, в общем-то, подрывает существующую финансовую систему. И в этом смысле многие страны мира, а для нас важнее всего Российская Федерация, стоят перед определением того, как быть с этим. И если система блокчейна не вызывает вопросов в рамках российской действующей финансовой системы, поскольку технология позволяет сводить многих участников напрямую и с помощью системы компьютерной позволяет быть уверенным в сделке. Поскольку Россия сама не определилась, поскольку только 20 декабря будет первая площадка проведена в России по поводу того, чтобы посмотреть, как и это что может быть, поскольку не определили свое отношение до конца ни Центральный банк Российской Федерации, ни Министерство финансов Российской Федерации в виде всех ее служб, в том числе Федеральной налоговой, существует разночтение. На этом фоне наш вход в подобный проект выглядит отчасти поспешным, несмотря на то, что система ICO действительно может привлечь определенные инвестиции в Абхазию. Это вот один момент. Второй момент, при всем убеждении, что участники процесса имеют достаточно закрытую систему для проникновения каких-то нежелательных людей, в виде хакеров прежде всего, такой гарантии не существует. Поэтому создаваемая система криптовалюты всегда может быть подвержена хакерской атаке, несмотря на все свои защиты. Более того, опасность этих систем еще не изучена, состоит в том, что несмотря на то, что вроде бы риск распределяется между всеми, опасность монополизации существует. Тот же Сатоши Накамото владеет, по сути, контрольным пакетом биткоинов, хотя Накамото это лицо, может и вымышленное, может это группа лиц, может кто, но контрольный пакет биткоинов в настоящий момент находится у него. И как он себя поведет,
неизвестно. При этом, что распределительная сеть вроде бы позволяет децентрализовать риски, получается не совсем. И если вы посмотрите все из 1100 с чем-то криптовалют, везде такая беда есть. Ну, собственно говоря, поэтому я бы все-таки применительно к нашему проекту, может быть, не торопился. Да, это придется использовать, это безусловно, поскольку раз появился в мире такой инструмент, то его использовать, конечно, надо. Но думать, что это панацея от всех бед, я бы, конечно, не стал. Ауажәлараҿы агәаанагарақәа рҽеиҩыршеит. Гәыԥҩык блокчейн атехнологиа Аԥсны аларҵәара иадгылоит. Даҽа џьоукы иаҭахым ҳәа ирыԥхьаӡоит. Иҿыцу еснагь агәҽанызаара ацуп. Еилкаауп уи азнеишьа. Аха иабанӡа иашоу ашәарақәа ирхырҟьаны аамҭа иацныҟәо аусқәа рынкылара. Уи аамҭа иаҳнарбоит. Азԥхьагәаҭа, ауалашәара аҿҳәара, абжьаҟазаҩ, аларҵәара, афинанстә система. Иахьазы абри иоуп, абзиараз. Еснагь еиԥш ишәзеиӷьасшьоит шәнапы злаку аусқәа рҿы аманшәалара, шәхашәалахәы еицҳалааит.